Вообще это будет хитовое интервью. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас вторая часть интервью с Далаевым Хамидом Мухадиновичем, моим дядей, дядя Халаваша. Да, Лавизиду. В прошлой части мы остановились на армейском этапе твоей жизни. Да. Вот, ты отслужил и вернулся в Чечено-Ингушетию домой, так ведь? Да. И что говорить о дальнейшей моей жизни? Армейская жизнь прошла, молодость брала свое. И я с детства мечтал о медицинском образовании, с детства занимался и интересовали вопросы медицины меня. И я, поговорив с отцом, решил подать документы в медицинский институт. Ближайший медицинский институт здесь для нас, это в те времена был СОГМИ, то есть Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Туда я отвез документы в августе, по тем временам, все было по тем временам. Начались экзамены, физика, химия, биология и русский язык, литература, сочинения. Все эти вопросы я завершил, прошел успешно. В то время сейчас физику не сдают, там сейчас просто ЕГЭ, это моменты. Раньше я и говорю, повторяюсь, физику самое надо было сдавать, физику, химию надо было сдавать, биологию. Все эти предметы я сдал, физику на 4, химию на 5, биологию тоже на 5, сочинения на 4. Но оказалось, этих баллов недостаточно. Потому что в те времена единственный ближайший это медицинский институт, это была Северная Осетия, затем дальше это Махачкалинский и Астраханский, это в нашей зоне. А еще дальше это мы говорим о Ростовском медицинском. Но, оказывается, по конкурсу я не прошел. Все экзамены сдал, но по конкурсу не прошел. Это потом, думаю, это для меня было большим ударом, но это все восприятие молодости. И мне было как-то уже просто неловко от того, что я не смог пройти этот барьер, не смог пройти это испытание. И думаю, какими глазами показываться дома. Особенно мне было неудобно перед отцом. И пришла идея сдать экзамен, вернее, не экзамен, а уже документы. В ближайший институт, это был Горский сельскохозяйственный институт, они недалеко, это Пушкинская, 40, это мы говорим СОГМИ, и на Джанаева это мы говорим наш Горский сельхозный институт. Думаю, год поучусь, и потом попытаюсь на следующий год поступить. Но уже и друзья появились, уже и интерес к учебе, и совершенно иная новая жизнь, скоротечная, бесшабашная. И педагогический состав тоже был очень хороший. Наверное, это меня и удерживало, вот это друзья, это интерес к учебе, это уже и педагогический состав. И я остался на этом агрофаке. Там у меня была специализация агрохимия, то есть это почвенная химия. Здесь в то время у нас был
Иосиф Абрамович Берзак, замечательнейший человек, декан факультета, участник войны и вообще, так сказать, порядочный человек. Я еще раз говорю, что учился я с душой, учился с интересом. Педагогический состав, я говорю, был исключительный. Все переживали, все студентов вкладывали. И было так, засасывало вот этот учебный процесс, засасывал. И успехи твои тоже самое помогали поддерживать свое настроение. И таким образом так и остался на этом агрофаке, или мы говорим, это институт, Горский сельскохозяйственный институт. И что там интересного? Там и был ректор Джанаев Георгий Григорьевич. Я говорю, такая атмосфера была исключительная и такая душевная, обращение к студентам, работа самого коллектива. И как-то не замечалось ничего, даже трудности учебы они тоже не замечались. Так и остался, и я говорю, даже в памяти они у меня остались, уже прошло, я не знаю уже сколько лет, там, наверное, более 50 лет. Настолько вот это все запало в душу, настолько все это мне помогло в дальнейшей моей работе или становлению. И благодаря им, этим людям, моим наставникам, я и набрался и хороших практических знаний, теоретических знаний, опыта общения с людьми. На практике мы ездили, это тоже помогало становлению. Вот таким образом определилась моя дальнейшая судьба. Но, тем не менее, я при любой возможности бегал к своим товарищам, потому что, когда мы поступали, там уже и с ребятами подружились, и много было представителей Чечено-Ингушской республики. И там в лабораториях с ними оставался. Потом на каких-то патологоанатомических кабинетах работал. Мне все было интересно. И работа там, здесь в лабораториях, и у себя в институте, и там с товарищами общаться, бегать, заниматься этими науками. Так что я был всепожирающий. И круговерть вот этой студенческой жизни, она настолько засасывала, что просто мизер, это, скажем, этот, стипендия студенческая или какие-то бытовые неурядицы, недостатки, это все не ощущалось. Потом год закончился, что делать дальше? Приехал домой, экзамены, зачеты завершились, приехал домой. Отец спрашивает, ну как там, сынок? Как учеба? Я зачетку, говорю, давай. Я отдаю зачетку, там совсем другая контора, совсем там другое образовательное учреждение. Он на меня так внимательно посмотрел. Да, я считаю, что отец был замечательный человек. Я всегда с благодарностью вспоминаю его. И ничего не сказал. Он, наверное, все это понял. И так я продолжил учебу в этом институте. Тем более я говорю, что мне нравилось учеба. Сам процесс учебы мне нравился, сам процесс познания мне нравился, само окружение нравилось. И поэтому для меня не в тягость была вот эта вся бытовая составляющая. Так что так и остался. Вот этот момент был. И что еще?
Там в мединституте, когда товарищи, которые обучались и которые закончили учебу, мы с ними долго дружили, и сейчас по достижении этого возраста, и сейчас иногда перезваниваемся, они в разных районах нашей республики, и главврачами работают, и заведующими отделением работают. Так что жизнь бурлила, все было интересно, все было интересно. Ваша, а в каком году ты окончил высшее учебное заведение? Это было в 1975 году, поступил я после армии в 1970 году. И меня больше всего привлекала исследовательская работа. И поэтому была такая возможность, здесь у нас был самый создан научно-исследовательский институт по химии. И поступил туда старшим техником. Это в те времена и оклады были где-то достаточны для того уровня, и мне этого вроде бы хватало на первое время. Это 90 рублей оклад был. Это, я говорю, старшим техником. И там мы занимались разработкой исследования нефтедобычи и его самое влияние на окружающую среду и на его состав. Мы говорим химический состав. Этот вопрос был такой кратковременный, потому что я обнаружил, что это слишком долгая и тернистая работа, и путь ученого, и добыча знаний в таком потенциале, скажем так, чтобы добраться хотя бы до первой ступени степени, то есть кандидата наук. И пришлось мне оттуда уже уволиться, и я перешел на хозяйственную работу. Здесь мы говорим о чем? О том, что руководители тоже у меня в этом институте были сильные, хорошие. Это кандидат, мы говорим, химических наук. Это Ушкалов был Борис Моисеевич. Потом мы говорим Будаговский, доктор химических наук. Будаговский, это где-то, по-моему, в 1976-м он умер. Это Будаговский Иван Андреевич. И многие другие. И еще что меня, как это сказать, подталкивало, то, что ассистенты, или мы говорим аспиранты, которые заканчивали аспирантуру или учились в аспирантуре, это 3 года образования было, не могли после этого защититься. Или это, скорее всего, были жесткие требования или какие-то другие нюансы, которые мешали получить эту степень. Ну, или, может быть, это были какие-то такие жесткие требования к науке того времени, чтобы достигать какие-то явные результаты. И думаю себе, когда же из меня ученый выйдет? И поэтому даже после того, как я закончил, в университете был там профессор Долерайн, который преподавал философию. Полгода там я учился, и это надо было защитить, кандидатский минимум так назывался. И затем иностранный язык, английский язык. Это Анжела Агабекова там была завкафедрой. Там это по протекции нашего директора института я там занимался. И другие товарищи там были, по-моему, 2-3 человека, не так много. По прошествии этих полугодовых курсов
и по сдаче минимума уже была необходимость искать какое-то другое учреждение, где бы уже могли вы заниматься или конкретно этими вопросами науки. То есть как работать уже как аспирант. И претворить их. Да. И там уже надо было при поступлении в аспирантуру специализацию надо было сдавать. Это в Новосибирске был такой институт, и это масличных культур, эфирные масла изучали в то время. И там, мы говорим, была Рымбаева, доктор химических наук. Там я вроде бы договорился, что приду поступать и так далее. Но семейные обстоятельства уже изменились. Отец заболел, и уже возможности переездов, и в то время, это сейчас такие короткие расстояния вроде бы считаются. Новосибирск это для нас было далекой страной. Поэтому пришлось мне все эти мои помыслы, все эти мои дела оставить и заняться уже производством. После этого я перехода с этого института поступил, был такой трест «Плодопром», трест «Плодопром», который занимался плодами и овощами, производством в республике, Чечено-Ингушской республике. Там я занимался химизацией этого производства, это удобрение, это защита растений, это почвенная диагностика, это листовая диагностика. В общем, все, что связано с производством и с улучшением получения продукции. И затем лабораторные исследования и, мы скажем так, обоснование необходимости этих вопросов. Потом там что еще? Почвы, на наш взгляд, вроде бы кажутся однородными и всего лишь земной твердью, но они содержат различные соединения, которые влияют на получение продукции. Климатические условия тоже влияют на это состояние. Мы говорим обогащение почвы какими-либо минералами недостающими. Это все равно, что как человек, вроде бы он и есть, но тоже в человеке должны присутствовать все эти необходимые минералы для жизнедеятельности. Мы сейчас говорим метаболизм и такие слова ученого уровня. Но эти вопросы я решал успешно. Насколько я оцениваю, не из того, что сам занимался переходом из одной работы в другую, а просто руководители мои, они меня постоянно повышали, или я переходил на другую работу, или рекомендовали, или повышали в должностях. И тем самым я тоже добился хороших успехов. И урожаи там, благодаря этим всем агроприемам, и мы говорим химизации, правильное использование, урожаи хозяйства, где я занимался, в 1,5-2 раза увеличивались. А это уже мы говорим доходы, это мы говорим финансовые прибыли и так далее, это уже говорим благоустройство. И вот эти моменты были. Так что все это укладывалось потихоньку. То есть повышался финансовый результат. Разумеется, да. И благосостояние тех, кто занимался этим производством. Вот это вот было тоже интересно мне. Получив знания в ВУЗе, приходилось ли тебе использовать эти знания в саду, во дворе, в огороде? Разумеется, это эксперимент, это подтверждение твоих идей, твоих помыслов, и постоянно меня это все всегда интересовало. И что я сделал? У себя в родовом селе
мы говорим, Шатовского района, там село Радыхой, где дядя Абу проживал. Посадил я деревья, яблоновые деревья американских сортов. На то время это были, мы говорим, перспективные сорта, и сейчас они работают. И удобрял, проводил защитные мероприятия, то есть от вредителей, от болезней, поливы различных сроков, почвенные анализы. Все это я делал, все это мне было интересно. И что характерно, это давало хорошие результаты. То есть и плодоношение было хорошее, и урожаи были хорошими, и до сих пор этот сад работает и дает плоды. Это уже, считай, наверное, где-то лет 45 уже, наверное, прошло. И до сих пор существует. Это тоже интересно в этом плане. Было, конечно, все это было. Ваша, очень интересует меня вопрос воинской этики во время твоей молодости. 60-е, 70-е годы. Вот. Какова она была? Понял. Этот вопрос, разумеется, глубокий. И этот вопрос философский. И этот вопрос говорит о том, насколько ядро нации, оно, мы говорим, сохраняется в этих взаимоотношениях. В те времена был один самый конкретный разговор. Это мы говорим о почитании старших. Это, мы говорим, воспитывало народ, формировало нацию и, мы говорим, укрепляло взаимные семейные отношения. Семейные отношения – это основа любого народа. Мы говорим о том, что гилк аздегал, говоря на нашем языке, оно было, вернее, превалировало. И это, мы говорим, сохраняло саму нацию, сам народ. И чувство отношения или чувство приобщения человека к своему народу, к своей нации, это тоже требовало, мы говорим, высокой этичности, и мы говорим, это держало в своем узле, и соотношение этих сил, оно способствовало развитию народа. Вот это состояние сейчас, как я вижу, несколько ослабло, и это, я так полагаю, что это влияние уже других сфер и окружающей среды. Но в целом мы говорим о том, как сохранить народ, как сохранить нацию. Это уже, мы говорим, глубокий вопрос. И над этим вопросом, я так полагаю, будут работать и работают государственные деятели, политики. И что тоже для народа немаловажно. Это сохранение народа самого как такового. Паша, но ты на самом деле человек с большой буквы, и потом, как выясняется, ветеран труда, у тебя большой опыт общения с людьми, как на производстве, так и просто с простыми людьми. Вот. Расскажи вот именно, какие люди были в советское прошлое, в Советском Союзе? Если говорить о людях, если говорить о ощущениях моих того периода, была сплоченность, единство, достижение целей и
отношение к труду было совершенно другое. Как это говорится, потом и кровью добывали все благосостояние народа. И поэтому были такие случаи, что даже не случаи, это действительно состояние людей. Вот представь себе под пеклом, сегодня уже, скажем, 32 градуса, 34 градуса на улице, а люди, это большинство, это женщины, трудовой народ, там в основном женщины на полях работали, механизаторы – это мужчины в основном. Представь себе, они по 8 часов работали под этим палящим солнцем. И насколько это трудоемкая работа, и насколько вот это все народы разных национальностей, тогда же мы говорим, что наша республика была многонациональной, то насколько все они вдохновенно работали. И выходя уже на поля, видя их тяжелый, но очень необходимый труд, то как-то заряжался их энергией и не чувствовал вот этой всех тягости труда. Вот это действительно такой единый порыв народа на становление, на облагораживание, на получение, скажем, своего уважения, уважительное отношение к своему труду. Это все присутствовало. И потом молодежь направлялась в трудовые лагеря, где... Да. Вот это мы говорим трудовые лагеря, да. На каникулярный период, и это тоже было значительной помощью, и тем более, что приобщение к труду молодежи, это вот мы говорим в сентябре, обычно после поступления на первый курс в вузы, в техникумы, студенты направлялись на уборку урожая. Это был в основном виноград. Это Шелковской район, Шалинский, это Наурский район, Теречный район. И там где-то месяц-полтора они работали. Это, с одной стороны, были оздоровительные процессы для молодого пополнения. С другой стороны, это было лишние руки, которые помогали справиться с быстротечным урожаем, чтобы все это было без потерь. И это уже формировало единство целей и решение поставленных задач. Это все присутствовало, разумеется. И вот так вспоминаешь, вот ты задал такой вопрос, вспоминаешь студенческие столовые. Это после трудового дня, насколько все это длинные столы, студенческая столовая, там смех, музыка, песни. И, что интересно, даже после этого тяжело проведенной работы на открытом поле, в открытом воздухе, не чувствовали эти молодые люди, студенты, ну сколько там им, техникумов, там 15 лет, 17 лет, так, это института 18-20 лет, насколько они были энергичны, насколько они были жизнерадостными, насколько лица их были приветливыми, насколько их сплачивало. Вот это все формировало, мы говорим, такой здоровый коллектив. Потом они уходили на теоретические занятия, уже уходили в свои заведения, техникумы, училища, институты. И там они уже продолжали свою работу по добыче этих знаний. И вот это месяц, проведенный на этих трудовых лагерях, уже аура была совсем другая. Они были уже едины в помыслах, уже были коллективы определенной группы, которые знали, для чего они работают, для чего они учатся, что им нужно, и были у них определенные цели. Вот это тоже, сейчас ты задал этот вопрос, и я вспомнил этот момент.
Было такое, разумеется. В общем, а в каких местах, как сейчас говорят, локациях, тебе приходилось работать? Все, что было связано с моей работой, это химизация сельского хозяйства, и во всех полях колхозов и совхозов и населенных пунктов, которые входили в Чечено-Ингушскую республику, я побывал. Это Ингушетия, там совхоз Назрановский, совхоз Икажевский, Сурхахинский и другие. Это в Шалях, мы говорим, Шалинский, Автуринский, Кавказ был самый совхоз. Многие самые хозяйства, и они располагались во всех территориях, 14 районов тогда было. Во всех районах было, располагались колхозы и совхозы. И занимались мы облагораживанием, или мы говорим, там, увеличение плодородности земли, что в конечном итоге давало хорошие результаты в получении урожаев. Ваша, скажи, какое последнее место работы было у тебя в сельскохозяйственной отрасли? Это было учреждение, которое называлось Госагропром ЧССР, сформированный в 1986 году и просуществовавший до 2092 года. Я там проработал все это время в должности главного специалиста по химизации сельского хозяйства. Здесь сюда входили все отрасли, которые занимались и производством сельхозпродукции, ее переработкой, затем ее выращиванием и торговлей, реализацией. Конкретно я занимался как главный специалист по химизации сельского хозяйства, занимался использованием сельскохозяйственной авиации в борьбе с вредительными болезнями и удобрениями сельхозкультур. И также техникой, которая специализировалась на защите и удобрении пашин и сельскохозяйственных культур. Эти, скажем так, специальности или отделы, которые занимались именно производством и контролем за качеством сельхозкультур и почвенных плантаций, это была станция агрохимическая станция, которая располагалась в поселке Гекалла. Это станция защиты растений, которая располагалась в районе Трампарка. Это научно-исследовательская станция, или мы говорим, это опытная станция, тоже находилась в Гекалла. Там были ученые-специалисты, занимающиеся производством сельхозпродукции. Это, мы говорим, государственная мелиоративная станция, которая располагалась в районе Катаямы. Это все организации, которые входили в состав. Это Министерство сельского хозяйства, в общем, но все те учреждения, которые занимались получением, реализацией, переработкой и, мы говорим, обогащением сельхозкультур. И здесь до 1992 года эта организация просуществовала, и, на мой взгляд, она плодотворно работала. Много было сделано за этот период с 1986 года по 1992 год. И в силу некоторых обстоятельств оно уже утратило свою востребованность и была уже реорганизована. Вот это период, где я тоже
провел хорошую работу, и была довольно-таки интересная работа, и работа это республиканского уровня. Это тоже было интересно. Руководителем там, опять-таки, вспоминаю многие товарищи, многие старшие товарищи, это были хорошими наставниками. И везде, где бы я ни работал, где бы я ни учился, мне почему-то везло с наставниками, мне везло с коллективом. Это благодарность Всевышнему, и я признателен за все это. Я получил хороший багаж из трудовых знаний, и теоретических знаний, и проработал в таких коллективах, которые во взаимодействии занимались производством сельхозпродукции, и мы говорим воспитанием трудовых ресурсов. Так что я считаю, что жизнь у меня сложилась интересно, и благодарен судьбе за то, что я бывал во всех этих коллективах. Таким образом, начиная с 1975 года, после окончания института, и по 1992 год, моя карьера и работа в сельскохозяйственной отрасли была завершена. Сегодня мы заканчиваем вторую часть нашего портретного интервью. Я очень тебе благодарен, признателен. Было очень интересно. Я уверен, что зрители оценят твой рассказ. Я очень благодарю Анзора. И, собственно говоря, мы закончили. Да, тебе тоже большое спасибо за то, что ты потратил свое личное время, соизволил позаботиться о моей персоне. И вот был такой случай в моей жизни. Приехал к нам Никита Михалков. Цель его поездки была такова, что снять здесь какие-то натурные съемки сделать, кинофильму «Свой среди чужих, чужой среди своих». И он здесь выступал в роли кинорежиссера впервые после обучения. И на первой полосе Грозненского рабочего вижу это объявление, там подробный рассказ, почему он сюда приехал, зачем он сюда приехал. Оказывается, по рекомендации и по совету Махмуда Исимбаева, его отец Сергей Михалков и этот Махмуд Исимбаев, они дружили. По его совету он приехал сюда со своей командой. И, прочитав это объявление, я побежал, в Черноречье там был мотель, гостиница. Побежал туда, меня быстренько записали, приняли и одели на меня эту форму этого жулика или бандита, в общем, разбойника какого-то. Там много было таких же, как я, и девочек, и мальчиков, женщины, все натурные, это были, как их называют, массовки, массовые сцены. Вот этот случай был, да, и это довольно-таки интересно. Где-то я там 10 суток мотался по этим объектам. Это Петропавловская роща, потом где-то в сторону Аргуна, Аргунский был сахарный завод, там подъездные пути, большая поляна, подъездные пути. Там надо было показать сцену прибытия поезда и атаки этого поезда, который перевозил золото, так где-то в Сибирь или откуда-то. Скорее всего, это был период уже 1920-х годов, когда Колчак забирал золото империи, а они его тайно, уже большевики у них отняли, тайно перевозили.
Вот эта сцена нападения на этот поезд снимали на этом промежутке в сторону этого сахарного завода, Аргунский сахарный завод. Там как раз пути были, железнодорожные пути. Эта сцена, потом в Петропавловке, там была такая канава, тоже это надо было, наверное, Константину Райкину, это сын Аркадия Райкина, он играл эту сцену. Сцена, по-моему, или казаха, или как-то, он такой потертой куртке был, изображал вот эту сцену, тоже как это разбойники отдыхают. Там скатывался с этой вершины по этому водопаду. И много-много там в сторону Чешкову ездили, там были эти сцены. Различные натурные съемки были. И со многими артистами я тоже там познакомился. Калягин там был, потом, сейчас не вспомню всех, но это известно, это Калягин был, и другие, вот это свой среди чужих, это большевик, который проник в стан белых, вот он тоже был известным артистом, забыл его фамилию. И большевики принимали его или считали его за там, белого, а белые считали его за красного. Вот эта сценка тоже, свой среди чужих, чужой среди своих. Вот такой момент тоже был в моей жизни. Мы вроде бы молодежь веселилась, нам это не трудно было все это изображать. Для этих артистов это была работа. Так что в историю тоже я попал как-то, каким-то образом. Вот это все было.